Всем привет, дорогие друзья! Сегодня проект «Испытано на себе» находится в одной из очень популярных студий красоты нашей столицы. И не просто так, ведь сегодня мы будем говорить о красоте, в частности, о красоте волос. Действительно, для многих женщин ее сила заключается именно в волосах, и именно поэтому сегодня мы расскажем вам о том, как нужно ухаживать за волосами, как можно их уложить правильно, красиво. Ну и, собственно, расскажем некоторые лайфхаки и нюансы, о которых должна знать каждая из нас. Ведь зачастую мы просто либо не имеем информации, либо имеем, но не умеем ею пользоваться. И в этом мне поможет опытный человек, это стилист по волосам. Знакомьтесь, Саргалана. Саргалана Васильева, здравствуйте. Здравствуйте. Саргалана, ну давайте начнем вообще с теории, да? Вот девушка, допустим, ну родилась с красивыми волосами, но не всегда получается сохранить их. Сохранить ту самую красоту. Вот с чего начинается комплексный уход за прекрасной шевелюрой? Я обычно различаю на 3 этапа. Это обязательно домашний уход. Это включает в себя, конечно, вот, который мы знаем, шампунь, кондиционеры, еще есть несмываемые уходы. И я заметила, что мы вот не можем определить, какой продукт именно нам нужен. Я вам подскажу, как именно выбрать себе под свой тип волос и кожи головы. Вот. И еще как делать, как правильно вы сказали, именно технически. Я вот считаю, что это очень важная часть. Потом обязательно обсудим про формы. Это у нас стрижки, как себе подобрать, как вот это все сделать, не боясь стрижки, да, и еще про состояние волос тоже обязательно поговорим. И, конечно же, очень красивая заключительная часть – это как себя самостоятельно быстро и легко уложить. Но вот здесь очень много нюансов, действительно. Выбор обычно косметики для волос, да, это либо ты просто читаешь этикетку, теряемся, либо просто смотришь, сколько у тебя денег в кошельке, да, условно, ну, шампунь должен стоить 500 рублей, и выбираешь именно так, да, и использование различных средств типа утюжка зачастую тоже, но они просто лежат и пылятся дома. Согласна. И даже вот как именно сушить, мы не знаем, что именно использовать, как защитить свои волосы. И мы обязательно тоже поговорим про косметику, чтобы наша укладка держалась и в первую очередь тоже здоровье, защита волос. Вот так. Я думаю, мы уже не будем томить наших зрителей, потому что говорить об этом можно часами, но лучше нам на самом деле показать, потому что наш проект называется «Испытано на себе». То есть сегодня я попытаюсь все это дело испытать на себе с опытными руками Саргаланы, ну и, конечно, поделимся эмоциями, но самое главное, для вас это должна быть очень полезная история, потому что записывайте, пересматривайте наш эфир, ну и, собственно, может быть, уже через некоторое время мы увидим шикарные девушек с шикарными волосами на улицах нашей столицы. Поехали! Испытано на себе. Ну что, посмотрим ваши волосы, Даша. Да, Так, ну необходимо отметить, что сегодня я уже пришла к вам с некой укладки, потому что после эфира, да, был у меня уже утренний эфир. Ну и, конечно, наши волосы у телеведущих зачастую страдают, потому что мы укладки делаем и быстро, ежедневно, бывает порой даже по 2 раза в день. То есть утюжок, начес, лак для волос. Ну то есть у нас жизнь у волос достаточно очень тяжелая. красивые волосы, очень красиво. Как вы думаете, какой тип волос у вас? Сухой. Сухой. Это состояние волос, Да? именно тип волос. А там какие варианты? Ну вот, кудрявые, прямые. Ну, у меня вьются они, да. Пока они мокрые, они вот все вот такие. Волнистые, значит, Да. да. И тип волос можно определить именно как раз в мокром состоянии. Когда они вьются, кучеряются, это уже волнистые, кудрявые и уже степень волны. Да, можно вот так определить. Но я, чувствую, что есть некая сухость, да, как вы до этого говорили, что очень много укладок, даже по 2 раза, да, делаете. И я всегда советую, если вы делаете очень часто укладки, это надо восполнять уходом. Уходом это у нас маски, кондиционеры. Обязательно мы поговорим, как нанести, где нанести и очередность. Вот это самое популярное. Обязательно идет сначала шампунь, вот, потом маска, потом кондиционер.
Может, знали, не знали. Обычно бывает, что кондиционер, да, по привычке, а потом маску. Маска у нас питает, а кондиционер это финиш. Кондиционер, скажите, каждый день делаете? Ну, каждое мытье. Нет, кстати, зачастую, когда делаю маску, иногда не делаю кондиционер, потому что маски уже достаточно, как-то они мягкие становятся. Да, да, согласна. Именно на ваш тип волос. Вот у вас тонкие волосы. Я еще всегда советую по отдельности, именно по диаметру посмотреть волосы. Вот так визуально посмотрели по всей длине, да? У нас кудрявые, прямые, очень кудрявые, пористые, да? Еще вот советую вот так по отдельности посмотреть. Это для того, чтобы именно какую косметику выбрать. По отдельности вот так берем, смотрим, и даже они быстро рвутся. Вот так, в принципе, ну, я стараюсь не рвать вообще в целом, и за то, чтобы мы все очень бережно ухаживали за своими волосами, но это, в принципе, можно определить вот так. Очень хороший свой естественный блеск, это очень хорошо, это всегда помогает в укладке. Мы всегда стараемся, когда укладываем, обязательно следить за блеском. Чем волосы, мы все хотим блестящие, такие гладкие волосы, очень красиво, достаточно очень густые, хорошие волосы, но за счет своего типа, то, что они вот такие супер прямые, тонкий, визуально кажется сосульками, но средней густоты. Вот. И поэтому очень, в принципе, если мы уложим, мы можем все вытащить, эту густоту, уплотнить. На такие волосы я все советую уплотняющие средства, начиная с маски. И я бы тут посоветовала термозащиту в виде крема. Мы термозащиту всегда воспринимаем как спрей. Есть еще в форме крема. Я обязательно вот тоже покажем, да. Сарглана, бытует мнение такое, да, что вот, допустим, обладательницы якутского волоса, вот, которые прям такой плотные, тяжелые, вот они всегда будут выглядеть здоровыми. Ну, то есть, что бы с ними ни делали, им ничего не будет. Ну, есть такая немножко преимущество за счет того, что у них диаметр чуть, да, потолще, но не факт, что на самом деле они могут быть очень сухие, ну и, соответственно, ломкие, и не факт. Вот, тонкие волосы, они все-таки потоньше, их лучше бережно. Мы обычно сильно рвем волосы, когда снимаем резинки. Я всегда советую резинки на тканевые. Вот, тканевые резинки, вот. И, в целом, на самом деле, вот в таких мелких движениях, как мы обращаемся со своими волосами, там и скроется, как бы, весь секрет. Поэтому расчески очень такие бережные, и это касается всех. Хоть и густые, длинные, и у каждого типа волос есть свои нюансы. Есть очень густые, казалось бы, да, ой, какая густота, хорошие длинные волосы, но на самом деле у них есть свои такие моменты, они, как правило, мыть очень сложно, длинные, жарко, вот, и там как раз вступает стрижка. Вот. Спасает стрижка. Да, спасает стрижка. На самую важную часть я приглашаю, это у нас обязательный уход, и я на примере все покажу, как мыть, как нанести вот эти все средства, маски, кондиционеры, и все вот это будем сами на себе испытывать, ощущать, и посмотрим результат. Испытано на себе. Обязательно надо хорошенько намочить волосы. Всегда советую не горячую. Горячая вода стимулирует жирность головы, да? Поэтому всегда советую теплую, как вода тебе. Отлично. Ага. Вот. И хорошенько перед тем, как нанести шампунь, очень хорошенько надо намочить волосы. Не просто льем, да, а именно чуть-чуть в движении, потому что поверх волос вот так вода стекает и до кожи не доходит. Именно мы от корней все мочим волосы. Сарглана, вечный вопрос. Сколько раз в неделю нужно мыть волосы? Ой, это самый популярный вопрос, да? Ага. На самом деле все индивидуально. Даже бывает, что девушки моют 2 раза в день. Я считаю, что в этом ничего плохого нет. Я вообще начала в последнее время склоняться к тому, что было бы очень хорошо вообще на самом деле каждый день мыть. Как и наше лицо, да. Но в наших климатических условиях это в целом, как сказать, раз в 2 дня очень было бы хорошо. И это все зависит тоже от типа кожи. Мы всегда ориентируемся на тип волос, да, по длине. А когда вот идет уже очищение, шампунь, мы ориентируемся по типу кожи головы. Ну, то есть, если, допустим, перхоть, все дела, то у тебя сухой тип головы, а если у тебя постоянно жирные корни, значит, у тебя жирная, все верно, все верно. Ну вот обладательницам
или обладателям жирного типа кожи, головы, да. головы, им сколько раз мыть надо? Им, по-моему, нужно каждый день, да? Я обычно советую иметь 2 шампуня. Для глубокого очищения, так как вырабатывается много себума, да, требует хорошего очищения. Но не подсаживаться на эти шампуни, они очень эффект хороший, обычно слегка с ментолом, и хочется каждый раз брать этот шампунь. Я советую комбинировать именно с увлажняющим, самым обычным шампунем. Вот. Главное, даже если у тебя жирные волосы, можно пользоваться увлажняющим шампунем? Да, ну, самым обычным шампунем. Главная задача шампуня – это очищение кожи головы. Вот, это надо понимать. И тут самая важная часть, то, что я всем рассказываю, своим клиентам, всем своим подругам, всем знакомым, что надо нанести шампунь 2 раза. Мы обязательно посмотрим, как это, да. Первый шампунь, который мы наносим, он подготавливающий. Там хорошего очищения не происходит. Он как будто помогает волосам намочиться прямо изнутри, подготавливает. Поверхностные загрязнения убирает. Но вот оно первое открытие для меня. Оказывается, дорогие телезрители, нужно иметь 2 шампуня. Но в арсенале, по-хорошему. И это касается тоже всех типов волос, за счет того, что у нас очень шапочный сезон такой дольше, да, и я всегда советую в арсенале косметики иметь для глубокого очищения. Прям так и пишется, для глубокого очищения. Берем на заметку, да? Тогда? Да, берем на заметку. Я вот нанесла первый шампунь, хорошенько массируем, стараемся распенить. Вот, и он сильно не пенится, как правило, но мы все равно не сдаемся. Обязательно мой совет именно нанести локально. Вот я здесь нанесла затылочную часть, по бокам, да, вот хорошенько распределить. А как обычно бывает, мы вот здесь положили и стараемся все распределить, и, конечно, до затылка не доходит. Поэтому это очень важно. Чуть-чуть воды добавляем. Как вообще пенка образовывается, да? Казалось бы, соприкасаясь с водой, да, но еще и с воздухом. Поэтому не сразу трем, да, вот эти вот все. Обязательно стараемся круговыми движениями, вот так даже, да, и стараемся распенить. И вот такая мягкая пенка у нас образовывается. И вот немножко вот так начинаем очищать. А нужно ли наносить шампунь на длину волос? Потому что это же растраты, особенно если ты обладательница длинных волос. Это же сколько шампуня уходит? Вообще очень хорошие вопросы задаешь, Даша. Да, на самом деле шампунь это больше для типа кожи головы, ну для кожи головы, вот. И все на самом деле подлиннее, и даже если у вас очень длинные волосы, отдельно шампунь наливать подлиннее, тереть, да, как обычно нас мамы, да, наверное, бабушка учили, на самом деле не надо. Все достаточно с того, что вот все пенится и стекает с кожи головы, этого всего достаточно. Вот видите? Вот. Мы акцент здесь делаем уже на кожу. Ну, конечно, это непередаваемые эмоции, когда мастер делает все своими руками. Одно дело, когда ты моешь голову сама себе, а другое дело, когда это делает профессионал. Это же еще и какой-то некий массаж, да? Такой момент релаксации. Да, есть такое. Бывает, что голова болит, и после вот такого мытья, да, все головная боль проходит, такие с элементами массажа. Это самая любимая часть моих всех клиентов. Ну да, действительно. Обычно мы в торопях все это делаем. Шампунь хоть куда нанесли, быстрее бы вспенить, быстрее бы смыть, и вроде бы как будто бы достаточно, да? А ведь на самом деле это целый ритуал. Второй шампунь, когда берем, обычно можно на 2 раза меньше. Уже на подготовленные волосы можно чуть меньше взять, и такая экономия. Много шампуня это не означает тоже хорошо. Да? Вот. И вот уже наносим второй шампунь, и сразу мы замечаем, что она уже очень хорошо пенится. Вот сейчас и как раз будут элементы массажа. Испытано на себе. Еще я советую для девушек, у которых густые волосы, вот такие гаджеты для мытья.
смотри. Это специальные такие силиконовые массажные эти штучки. Да. Ой, И как приятно. И как раз вот затылочную часть. Затылочная часть у нас всегда очень густая. Здесь всегда легко промывать, да, а здесь она тяжело доступная. Какая приятная вещь. Вроде бы мелочь, а на самом деле процесс совершенно получает другие какие-то эмоции. У меня такое ощущение, что у меня уже волос больше стало. Действительно, мне кажется, что у меня там такая шевелюра, просто что-то невероятное. Хотя это просто, видимо, за счет пены и вот правильных, грамотных манипуляций при мытье волос. Да, и Очень обязательно, когда при хорошей пенке, уже берем такие гаджеты. Они так и называются? Они массажные, массажеры, силиконовые для мытья волос. Отлично. Вещь, кстати говоря, необходимая. Потому что, мне кажется, даже мужчинам будет приятно помыть голову Да. таким массажером, да? Там циркуляция крови идет, все для роста тоже все влияет. И такую бытовую вещь делаем, такие приятные вещи себе. Целый ритуал. Действительно, о зубных щетках мы знаем, да, о мочалках мы знаем, а вот о том, что есть массажеры для волос, мало кто знает. А это действительно, помимо того, что это приятно, я уверена, что это еще несет и полезный эффект. Однозначно, да? Все. Испытано на себе. Пока все. Как ощущение? Когда мыла голову, Мыла вчера вечером. видно, что чистые волосы. Очень пенка хорошо пенится и даже с первого раза. Если вы моете каждый день свои волосы, да, там, спортом занимаетесь и все такое, в принципе, можно обойтись и одним шампунем. Если пенка хорошо пенится, все, можно обойтись одним шампунем. И вот мы смываем, и опять же советую, когда мы смываем шампунь, опять же вот с легкими движениями, да, чтобы, да, когда у нас шампунь на голове уже остается, это уже в обратную сторону работает. Вроде мыла голову, а там какой-то налет, как будто чистоты не чувствуется. Поэтому очень важно тоже очень хорошенько промыть шампунь. И во время шампуня, да, вот когда очищаем, стараемся особо не трогать по длине. Они вот у нас путаются, все такое. И как раз мы сейчас возьмем уходовую часть, это маски, кондиционеры. Это чтобы не порвать свои волосы. Да? Они ломкие сейчас. Еще мой большой совет, очень популярная такая ошибка, да? С мокрыми, влажными волосами не спим. Вот так. Вот здесь тоже нюанс. А с резинкой на голове можно спать или Ну, нет? категорически нет, категорически нет. Лучше свободно, сухие, чистые, особенно вот девушка, когда моет перед сном, хотя бы минимум надо просушить кожу головы. Вот, то, что я советую, да, чтобы там все... То есть то, что я, честно скажу, признаюсь, делаю постоянно, это я помыла голову, закрутила в пучок и легла спать. Потому что зачем мокрые волосы по подушке, от них холодно, влажно, неприятно. Думаю, с утра они сами высохнут. Так делать нельзя. Да, все верно. Как ощущение? Очень приятно. Нет ощущения где-то шампунь. Нет. Хорошо. И я обязательно, Даша, сделаю маску. Да? Это уже глубокое питание. Шампунь раскрывает волосы, да, чешуйки. И сейчас будет питание. Как раз когда они открытые, маска проникает и питает, уплотняет, вот, заполняет. Так, теперь вопросы по маскам будут. И
как нанести, да, очень важно. Надо нанести на влажный. Что это значит? Это когда вода не стекает с волос. Отжимаем очень аккуратно, иногда даже очень хорошо пройтись именно полотенцем. Вот я вот покажу. Вот так. Оп. Воду лишнюю убираем. Вот. И смотрим, как понять, что они у нас влажные, когда с волос не стекает вода. Вот. Это для хорошего эффекта, качества продукта, чтобы сработало. Сарглана, следующий вопрос будет, конечно же, уже про то, как часто нужно делать маски. Тоже все зависит от типа волос, как я различаю, да. Это скорее надо посмотреть состояние волос, если и еще вот, если у вас пористые, очень кудрявые, как правило, они очень бывают сухие, из таких волос влага быстро испаряется. И еще вот такие осветленные, уже химическое воздействие есть. Эти волосы, как правило, тоже очень сухие, им уже чуть раз в неделю, раз в 5 дней. А когда у нас натуральные волосы, чуть реже, это раз 10 дней, раз 2 недели, все надо посмотреть состояние волос. Вот такая ошибка бывает, что думают, что маска это же хорошо. И начинают делать каждый день. Да, и тогда мы получаем перепитанные волосы. Вроде как хорошо делали, все в меру. Даже очень хорошие маски надо все в меру и придерживаться вот таких правил. Это не каждый раз. Каждый раз это мы делаем кондиционер. После каждого мытья обязательно это финишный продукт, который увлажняет, отвечает за влагу волос. А мужчинам надо пользоваться кондиционером? Обязательно, обязательно. Мужчины сейчас любят носить длинные волосы достаточно, да, такие, более такая мода пошла. И для них как раз у нас у якутских парней волосы такие жесткие. И чтобы смягчить немножко, да, было бы очень хорошо нанести кондиционер. Слегка. И обязательно тоже старайтесь читать инструкцию в маске. Если там написано 5 минут, держим 5 минут, не больше. Бывает, что мы там тоже думаем, делаем хорошо своим волосам и держим там по часу, ходим. И когда волосы начинают там сушиться, он вообще по-другому начинает работать. Поэтому советую тоже ничего не выдумывать. Если 5 минут, 5, 10 минут, 10. Не надо надевать пакет и спать с этой маской всю ночь. Да, верно. Сейчас современные продукты очень быстро работают, специально разработаны для домашнего ухода. И, соответственно, вот всего лишь там максимум бывает, наверное, 20 минут. Вот как видите, да, у Даши кудрявые волосы, они сразу вьются, и во время шампуня они путаются. Мы стараемся их не распутывать, да, чтобы не навредить. И я жду, когда немножко маска подействует. И мы тогда, когда уже немножко волосы смягчатся, когда их расчесать, распутать уже легче будет и без травм волос. И как нанести маски, кондиционеры, да? Делаем только по длине. Это продукты предназначены по длине. Ни в коем случае здесь не наносим, особенно когда мы хотим объему корней. Да? Тут достаточно того, что чистые волосы. И здесь у корней от кожи вырабатывается уже, естественно, себум, и этого достаточно. Вот. Мы акцент делаем по длине и хорошенько на кончике. Кончики у нас дольше всех, да, с нами. Вот. И вот уже начинает действовать маска, и мы уже можем вот так руками слегка уже распутывать. Испытано на себе. Вот мы смыли маску. И бывает еще, я хотела немножко сказать, что бывает иногда маска, которая 2 в 1. И с эффектом кондиционирующим. Вот как раз твоя маска, Даша, наверное, возможно, такая. Вот. Но я люблю по старинке, да, что там, где маска, потом кондиционер. Обязательно такая очередность. Если вы берете маску, обязательно после шампуня. Кондиционер – это финишный продукт. Только наносим по длине. Они, как правило, работают через 2 минуты. Всего лишь 2 минуты надо. Сарглана, а вот при выборе шампуня и кондиционера очень часто пишут для окрашенных волос, для неокрашенных. Это действительно играет
большое значение. Да, есть очень много экспериментов. Все-таки шампуни, косметика, уход, все-таки, который предназначен для окрашенных волос, он для стойкости света и с уходом обязательно идет. Поэтому, если у вас окрашенные волосы, если вы хотите сохранить подольше цвет своих волос красивых, да, всегда немножко советую взять такой именно шампунь, начиная с шампуня и кондиционера. А если говорить еще о таких очень популярных моментах, говорят, увеличивает рост волос. А, собственно, как оно увеличит рост волос, если мы не наносим это на корни? Нет, такие продукты обязательно наносятся на кожу. На кожу, Да. Это бывают сыворотки, бывают маски. И там надо вот читать инструкцию. И есть специально такие успокаивающие маски, есть именно кожи головы, которые наносятся прямо от корней. Все это есть, это реально работает. Вот. Но по поводу роста волос я всегда советую вкладываться в витамины, внутренние анализы, это все влияет на рост волос. Вот. И если у вас выпадение, всегда можно обратиться к трихологам и проконсультироваться у своих парикмахеров. Парикмахеры уже могут вас сориентировать. Мы всегда, девушку, любим это все. У меня 3 волосинки, все преувеличивать немножко. Намазать надо перцем, и обязательно все вырастет. Да. В таких моментах я советую такие самодельные, домашние стараться не делать, а есть все очень доступные, хорошие продукты, именно специализированная косметика, их стараться нанести. Вот. Еще один гаджет, да, и вот такие. Это специальная расческа, разработана Японией, да, и здесь как раз можно распределить продукт, тоже для циркуляции крови и тоже с элементами массажа. Вот так, когда уже продукт подействовал, кондиционер маски, очень хорошенько. Ой, вы знаете, я не вижу, как выглядит этот гаджет, я его только чувствую. Ну, по сути, это такая массажка, да? Да. Это скальп-браш. Скальп-браш. Берем на заметку, но ощущения действительно такие, знаете, как будто бы доходят до скальпа. Очень необычно, но вы знаете, что это тоже эффект массажа и релаксации. Мне кажется, сейчас все мои корни, они просто активизировались. Мне кажется, они проснулись, и завтра я уже проснусь совершенно с другими волосами, потому что проникает все очень глубоко. Очень деликатно, не больно. Все тут разработано. Так. Мы смыли кондиционер, и мой совет немножко прохладной водой. Да, для больше блеска, для шелковистости, чтобы закрыть чешуйки волос, советую немножко прохладную воду. Испытано на себе. Но с таким прекраснейшим тюрбанчиком на голове хочу поделиться эмоциями. Действительно, кто бы мог подумать, что одна лишь процедура промывки волос может занять столько минут. А действительно, если относиться к этому грамотно, то это действительно должно занимать некоторое время, потому что если делать поэтапно, как это делает специалист, это займет некоторое время, но я думаю, эффект не заставит себя ждать. Ну а самое главное, все советы нужно запомнить. Сначала идет шампунь 1, шампунь 2, масочка и кондиционер. И в этом случае, я думаю, уже совсем скоро мы даже на ощупь уже ощутим совершенно другое качество волос. Ну а пока я продолжаю наслаждаться и испытывать на себе следующие процедуры, конечно же, в руках опытного мастера. Испытано на себе. Мы сделали уход, да, и тоже советы. Когда, я советую с полотенцем не ходить, да, все, сняли наш красивый тюрбанчик, и когда мы уже сушим волосы, надо пройтись, какие движения бывают полотенцами. Такие, так натирать. Да, ни в коем случае стараться так не делать, всего лишь достаточно так влагу убрать.
Нет, а еще же можно наклонить волосы и начать вот так И вот это крутить полотенце. вертолеты, да, такие. Нет, тоже это все вредит волосам. Там и появятся секущиеся волосы, вообще ломает. Вот. Такими деликатными движениями всего этого достаточно. Все очень хорошенько, вот так аккуратно промокнуть. Не надо трясти, не надо втирать, не надо натирать, просто дать вот так вот естественным путем, да, пока что. Вот. И на твои волосы, как я вижу, да, они кудрявые, очень волнистые. Как ты до этого сама предполагала, что за счет своего образа жизни чувствуется, что они немножко такие сухие, да. И тут плюс они кудрявые, они тонкие и они путаются. Это нормальное явление для таких, да, для таких волос. И чтобы их не порвать, я советую несмываемые уходы. Это еще больше увлажнения, защита обязательно там идет и вот чтобы они такие блестящие, гладкие, чтобы были, ну и, соответственно, распутать. То есть в этом состоянии разрывать волосы сейчас массажкой нельзя? Нельзя, да. Но я вот хочу дать понять, что тонкие волосы, они все равно будут путаться. И на такие волосы я бы посоветовала обязательно вот несмываемые уходы. Они очень так быстро нанесли, и все, продукт работает и разглаживает, и ломаться не будет. Как это называется, баночка, еще раз? Это у нас? Несмываемый уход, это бывает в виде молочка, сыворотки, спрей. Они, как правило, бывают очень невесомые, не боимся, вот такие происходят пшики. То есть многофункциональное молочко у нас на данный момент. Ну и приступаем к сушке. Здесь какие-то есть золотые правила? Так, ну, обязательно начинаем с корней. Пока у нас корни влажные, никакая укладка не будет держаться, поэтому акцент от кожи головы, от корней. И уже когда мы дуем корни, все равно вот так попадает по всей длине, и мы вот так сушим. Не вот такие прямые, воздух не надо. А горячим потоком воздуха сушим все же, или же прохладным, либо там есть холодный? Нет, горячим быстро сушится и закрывает чешуйки тоже наши волосы. Но без таких прямых потоков воздуха. Все вот так по росту волос. Испытано на себе. Ну, как видите, у нас вот несмываемый уход очень хорошо заработал, волосы распутались, они напитанные, гладкие и вот шелковистые. И сейчас будем приступать к укладке. Сарглана, ну вот я вижу у тебя в руках несколько было расчесок, да? А все-таки расчесывать мокрые волосы какой массажкой нужно? Ну, вот такими более бережные, это как щетка, да, выглядит. Ну да, тут мягкие зубчики, да? Да, мягкие, они очень бережно, вот это очень хорошо разработанные. Вот советую всегда в арсенале иметь такую массажку. Испытано на себе. Ну что, мы вот все, уходовую часть все сделали, и сейчас переходим на подготовку перед укладкой. И там наши помощники — это стайлинги, это косметика для волос. И я хочу взять дальше именно термозащиту в виде крема. Вот видите, сколько нюансов. Кто бы мог подумать. Мы зачастую помыли, побежали, лаком спрыснули и бегом на работу. На самом деле, если делать все это грамотно, как делает Сарглана, здесь очень много этапов. И сейчас мы делаем... И мы сейчас делаем подготовку. Я нанесла термозащиту в виде крема. Вот многие девушки считают, что термозащита — это пустая трата денег. На самом деле нет, это надо термозащиту, даже если перед сушкой, да, обязательно сделать
термозащиту всем советую. И мы обязательно возьмем горячий инструмент. Вот. И когда мы уже укладываем, локоны делаем, обязательно в виде спрея, либо в виде крема надо нанести термозащиту. А еще существует миф о том, что после того, как ты нанесешь термозащиту, локоны не будут держаться. Ну, то есть очень много, если наносим кремов, там, спреев и так далее, локон сделаешь, и он потом у тебя развалится. Вот как раз-таки сейчас вот мы вспоминаем, какой диаметр, да, у нас волос, и наносим вот определенный продукт, ну, не по количеству. Когда у нас тонкие, соответственно, чуть меньше, когда густые, чуть больше. По длине мы нанесли термозащиту, и я хочу специально показать, да, именно прикорневой объем. Какая частая ошибка? Мы либо очень мало наносим, либо очень много наносим. И тут, соответственно, тоже надо контролировать количество, и обязательно посмотрите, как проборно я наношу именно на корни. И кажется, как будто пенка, да, много. Вот, на самом деле это все очень как надо. Вот, проборно, по корням, затылок обязательно. Вот так наносим. И всегда мой совет – это тоже распределение продукта. Когда мы очень хорошенько распределяем, соответственно, результат лучше. Прямо такие влажные корни должны быть. Можно не расческой, можно прямо так пальчиками распределить. И чувствуем продукт, немного ли, если мало, где-то не донесли, можно донести. Вот. И будем сушить прикорневой объем. Как раз для этого нам нужна такая скелетная расческа. Вот. Она не сильно широкая, она узкая, и будем сушить именно горячим воздухом. Вот. И давайте тоже разберем самую популярную ошибку. Мы обычно, как бывает, да, не чувство, как будто очень много продукта, как будто волосы превратились в грязные, липкие, да, вот это все происходит за счет того, что мы не досушиваем. Да, обязательно горячим воздухом, там уже в продукте идет тоже термозащита, не боимся, поверх крема не надо, спрея, сушим горячим воздухом, и прям очень такие сухие должны быть. Тогда продукт действует, продукт работает при горячем воздухе. Как сделать такой прикорневой объем? Да? Мы сушим в противоположности росту волос. Вот волосы у нас растут вниз, и, соответственно, мы тянем в обратную сторону. И просушиваем горячим воздухом. Испытано на себе. Так, ну, конечно же, необходимо поделиться. Ну, во-первых, ощущение какой-то невесомости. Мне кажется, что у меня как будто крылья за спиной появились. Вот, казалось бы, да, ну, визуально, возможно, это не увидят сейчас зрители, но по мне, во-первых, у меня кожа головы стала какая-то другая. Я не знаю почему. Легкость, невесомость, как будто бы у меня волос-то и нет на голове, ощущения, да. Ну, и я еще их пока не трогала, а вот здесь вот вся мягкость и шелковистость. Это что-то невероятное. Казалось бы, действительно простая рутинная процедура, как укладка и мытье волос, превратилась в волшебное. Лишь потому, что мы использовали правильную косметику и правильную технику.